Герой афганской войны без крыши над головой в течение 30 лет пытался добиться положенных ему квадратных метров. Наконец-то жилье нашлось, но с небольшим подвохом. С каким, знает мой коллега Радмир Азнабаев. Над его головой летали пули, он был на волосок от смерти. Старший сержант Давыдов, воин-интернационалист. Он проливал кровь в течение нескольких лет в Файзабаде, это провинция Бадахшана в Афганистане. У Александра Анатольевича множество грамот и наград, среди которых есть даже медаль воину-интернационалисту от благодарного афганского народа. Все видел. Голод, холод, смерть товарищей. Все прошел это. По закону Александру Анатольевичу было положено жилье. В 1989 году, как только он вернулся на родину, мужчина встал в очередь на получение квартиры. И все это время герой войны ждал квадратные метры. Как рассказывает Александр, его игнорировали везде, куда он обращался. Местная администрация, мэрия, Совет по правам человека и правоохранительные органы. Бегаю, обиваю пороги. Одна даже сказала, говорит, мы вас туда не посылали. Зачем ты, говорит, сюда приходишь? Такое отношение. У всех один ответ. И вот спустя 31 год скитаний по съемным квартирам Александру приходит письмо от Министерства земельных и имущественных отношений, что договор соцнайма готов, жилье есть, осталось подписать документы и заселяться. Вот кадры внутри квартиры. Ветерану предлагается одна из комнат в этой коммуналке. Гнилые трубы, плесень и трещины в стенах, а в подъезде картина еще хуже. Кругом разбросан мусор, пустые бутылки, антисанитария полнейшая. Вот в таких условиях предлагают жить ветерану боевых действий. Судя по платежкам, во второй квартире 3 комнаты, и во всех 3 комнатах прописаны люди. Куда должен был заселиться Александр, непонятно. Нашей съемочной группе так и не удалось застать ни одного из владельцев комнат, но их соседи прекрасно дали понять, почему. Они начинают матом кричать на нас, если начинаем общаться с ними. Грозят нам. Бывает 2:30 ночи, 2 часа ночи, 4. Выходим на это в туалет, бывает, что молодежь то ли делает, курит прямо, вот запах курева в туалете. Нам что-то они не открывают. Потому что они такой разборный образ ведут, да, с ними никто не хочет вообще никто не хочет. Нам удалось выяснить, что выбирали и покупали комнату в этом доме Управление по реализации жилищных программ республики. Им обошлось это примерно в 800 тысяч рублей. Как раз такая сумма и выделяется из федерального бюджета на покупку жилья ветеранам боевых действий. В организации уверяют, что дом в порядке, как, впрочем, и документы. Вот по условиям заключенного государственного контракта в данном жилом помещении никто не должен был быть зарегистрированным, о чем свидетельствует предоставленная продавцом справка из ЕРКЦ. Она также имеется в распоряжении управления. Учитывая состояние комнаты, да и самого дома, Александр Анатольевич вправе отказаться от такого варианта и написать заявление на предоставление сертификата в 800 тысяч рублей на покупку жилья. Правда, это будет уже в следующем году, либо ждать, пока ему предложат другие альтернативы. А в этой ценовой категории квартиру можно найти, если только где-нибудь в провинции Бадахшана. Радмир Азнабаев, Азамат Мухамедшин, Артур Елаев, Эдуард Гайнанов, Виктор Меренков и Родион Матвеев. Новости. Уфа.